Друзья, приветствуем вас на подкастах Министерства юстиции. В сфере разрешительных и лицензионных документов для бизнеса был запущен масштабный пересмотр. Сегодня мы разберем большую реформу, которая в Кыргызстане называется Zero+. У нас в гостях Бермет Каныметова, заведующая международным отделом и целью устойчивого развития Национального института стратегических инициатив. Человек, который видел эту реформу изнутри. Здравствуйте, Бермет. Здравствуйте. Почти 9 сотен разрешительных документов для бизнеса за полгода. Как такое возможно? Расскажите, пожалуйста, о процессе и вообще, что это такое Zero Plus и регуляторная гильотина. Zero Plus — это концепция, которая применялась во многих странах. Опыт инвентаризации и совершенствования лицензионно-разрешительной системы, он абсолютно не новый. Многие страны через это проходили и проходят, и это нормальный естественный процесс. Такие страны, как страны Европейского Союза, Грузия, Китай, Узбекистан, если говорить о странах Центральной Азии, они все в те или иные периоды исторического времени оптимизировали свои лицензионно-разрешительные системы. Ну и Кыргызстан тоже, естественно, старается создавать более благоприятные правовые условия, экономические условия для развития малого и среднего бизнеса и предпринимательства в стране. И в этом смысле, конечно, регуляторная гильотина, как мы ее называем, да, она абсолютно не нова. Для нас более 10 лет назад первая инвентаризация документов разрешительного характера была произведена у нас в стране уполномоченными органами. И, конечно же, с того периода достаточно много времени прошло, и несмотря на то, что итоги были хорошие, очень много разрешительных документов, лицензий были сокращены, процедуры были оптимизированы, несмотря на это, к сожалению, так складывается исторически, что этих лицензий стало не меньше со временем, а больше. И вот вы сами отметили, что более 9 сотен разрешительных документов у нас существует, и все мы их пересмотрели. Мы провели масштабную инвентаризацию, была создана комиссия в начале лета текущего года, межведомственная комиссия, в которую вошли уполномоченные министерства и ведомства. Практически каждое ведомство выдает те или иные документы разрешительного характера. К ним относятся лицензии, разрешения, стандарты, правила, процедуры. И когда мы начали смотреть в глубину, раскрывать все эти документы, мы заметили одну интересную закономерность, что, оказывается, по итогу первой инвентаризации многие документы, которые были сокращены, они по принципу матрешки вошли в другие. Ну, то есть мы, допустим, бизнес решает получать лицензию на разработку месторождения, я это очень условно говорю, или бизнес желает получить лицензию на отлов рыбы, допустим, в определенной местности. И для того, чтобы получить этот лицензионный документ, то есть сертификат, да, прежде чем он его получит, он должен еще определенные этапы пройти и определенные документы принести, чтобы приблизиться к получению этой лицензии. И это все офлайн. Это все офлайн, это все приносилось в хардкопе, в твердой версии, кипы документов. Более того, для того, чтобы орган выдал ту или иную лицензию, он еще и запрашивал у других министерств, ведомств, и это было бремя и обязательство заявителя получить сопутствующие документы для того, чтобы сформировать пакет документов и принести в уполномоченный орган получения лицензии. И, к сожалению, такой алгоритм был практически и есть во всех министерствах, ведомствах, которые регулируют ту или иную отрасль или выдают те или иные документы разрешительного характера. Была создана комиссия распоряжением Кабинета министров. В нее на уровне руководителей вошли, конечно же, представители Министерства юстиции, Министерства экономики, все ключевые министерства, ведомства, и в том числе Национальный институт стратегических инициатив при президенте Кыргызской республики. Важно отметить, что инициатива по оптимизации и совершенствованию лицензионно-разрешительной системы — это государственная инициатива, но она базируется на желаниях, чаяниях и проблемах бизнеса и граждан. Конечно же, мы не просто так собрались и решили одномоментно, что сейчас в рамках мандата дебюрократизации это приоритет. Это все было обосновано. К примеру, допустим, есть такой доклад «Business Ready» от 2024 года, подготовленный Всемирным банком. Мы его, естественно, приняли во внимание, и в рамках и по итогам подготовки данного аналитического доклада один из международных финансовых институтов принял
запросу от уполномоченного ведомства на оказание технической поддержки в части совершенствования лицензионно-разрешительной системы. И так сложилось, что это практически в один период с нашей государственной инициативой случилось. Мы встретились с этим Международным финансовым институтом, переговорили и поняли, что мы друг другу могли бы в этом смысле помочь и ускорить в целом весь этот процесс. Если ранее исторически, значит, инвентаризация ЛРС занимала там, условно 5 лет, то сегодня в рамках мандата дебюрократизации с тем механизмом, который мы имеем, он уже доказал свою состоятельность, эффективность, мы это сделали за полгода. За полгода мы сформировали комиссию. Комиссия, это надо отдать должное отраслевым министерствам, ведомствам. Я не знаю как, но они определили перечень лицензий документов разрешительного характера. Многие из них открыли для себя новые страницы, новые вехи, увидев, что, оказывается, есть не только то, что прописано, а есть еще и вот такие вот документы, которые по принципу матрешки, да? Одно в другой сидит. Это действительно было открытие для них. И вот сейчас уже внесен в администрацию президента пакет документов. Это подготовлен уполномоченным ведомством указ президента о регуляторной гильотине в области разрешительной системы и ряд приложений к ним. Так в чем же заключается ключевая суть регуляторной гильотины, если говорить простыми словами, это принцип быстрых ножниц. Мы одним указом отрезаем все те лицензии и документы разрешительного характера, которые не были обоснованы и защищены уполномоченным органом по нескольким параметрам. Первое, вот мы с тобой беседовали вначале, я уже обозначила. Первое — это, значит, документы и лицензии, значит, выдаются только в тех областях, которые сопряжены с несколькими рисками. Первый — это риск жизнью и здоровью человека. Раз. Медицина, туризм. Да, медицина, туризм, горнорудка, пищевая промышленность, да, вот все, что связано с тем, что мы потребляем, и там риски свои есть, производственные. Второе — это нанесение урона окружающей среде. Третье — это, значит, вопросы национальной безопасности, да, все, что связано с оружием там, и с иными видами оружий. И четвертое — это международные обязательства. Вот мы приняли международные обязательства, мы не можем от них отказаться. Да? Соответственно, если есть требования, обусловленные международным обязательством, ну, например, СИТЕС. СИТЕС — это международный стандарт и лицензия для отстрела диких животных, которые находятся в естественной среде. Вот мы не можем Министерство природных ресурсов, экологии и технадзора обязать, чтобы они отказались от этой лицензии. Не можем, потому что мы приняли международные обязательства. Это четвертый параметр. Вот, по 4 параметрам, если министерство, ведомство защитили, обосновали, значит, обосновали необходимость той или иной лицензии документа разрешительного характера, то это здорово. Все остальные, если по этим параметрам не были доказаны, они одномоментно исключаются, упраздняются, ликвидируются. Но есть одно но. Уникальность и исключительность подхода регуляторной гильотины заключается в том, что есть определенный срок, и он обусловлен и закреплен в проекте указа президента, это 6 месяцев. В течение 6 месяцев все министерства и ведомства должны привести в соответствие с действующим законодательством свои нормативно-правовые акты. Ну, то есть, если они отменяют, они должны все то, что они отменяют, собственно говоря, привести в соответствие. Если они обосновывают, то они должны более эффективно упростить и оптимизировать процедуры для получения этой лицензии. Ну, к примеру, перевести их в цифровой формат. Да? Часть каких-то админ-процедур, к примеру, подача заявления, оплата госпошлины, это все можно в онлайн-формат перевести. На самом деле, не ходить вручную оплачивать, не ходить вручную приносить заявление, бумажную версию в кабинете не заполнять. Да? Но такие новаторские подходы в условиях цифровизации, да, тотальной, они уже в некоторых министерствах, ведомствах были запущены в свое время. Да? Вот. Ну, к примеру, допустим, в Министерстве сельского хозяйства есть рыболовный билет, который является документом разрешительного характера. У них есть свой реестр, они госпошлину онлайн оплачивают. Да? То есть, ну, какие-то элементы, значит, упрощения процедур уже для были, клиента да? уже были, и это здорово. Но сейчас, наверное, настал этап, когда важно понимать, что какие-то процедуры, правила, порядки, они устарели. Да. И наоборот тормозят развитие и тормозят приход к нам
инвесторов, да, хотя, может быть, они очень хотят, но, к сожалению, там упираются в какие-то банальные бюрократические процедуры, да, или правила, которые просто они не смогут по каким-то объективным причинам соблюдать. Вот, и в этом смысле этот указ, конечно, направлен, первое, на совершенствование лицензионно-разрешительной системы, второе, на совершенствование инвестиционного климата, да, сделать его более благоприятным, привлекательным для внешнего инвестора, и третье, это, конечно, в целом исключить все излишние барьеры и устаревшие процедуры и правила игры. Если говорить об инвестиционном климате, вы проговорили об этом, да, немного. Получается, если верить вашим словам, то вы говорили именно горнорудка, еще какие-то такие сферы, которые именно притягивают инвестиции, Да. оказываются под строгим контролем, под строгим регулированием, верно? Да, все верно, да. Но и это нормально, потому что государство должно свои национальные интересы и приоритеты защищать. Да? При этом, наряду с этим, государство должно обеспечивать право инвестора защищать свои инвестиции. Да. Каким образом тогда вот эти наши действия будут привлекать инвесторов? Ну вот я уже проговорила, что цифровизация — это один из инструментов, который позволит облегчить доступ субъектов, давайте так скажем, в целом, да, инвестор — это тоже бизнесмен, да, по сути. Но скорее цифровизация первое время будет касаться только внутреннего рынка, а внешний рынок... Я так не скажу. К примеру, допустим, в сфере инвестиций есть отличный уже результат в сфере внешней торговли, допустим. Все этапы и шаги для осуществления внешней торговли, да, они уже все оцифрованы. Трейдинг, да, трейдинг, все верно. Да. Вот. Это классный кейс на самом деле. И это же наш кейс, наш национальный. Да? Мы сами додумались, что вот так можно вот так сделать. Понятно, что при поддержке там, Всемирной торговой организации и так далее, доноров, но тем не менее. И надо эти наилучшие кейсы дальше имплементировать и масштабировать в другие отрасли. Да? Не нужно где-то еще за рубежом смотреть. У нас есть классные прикладные кейсы, которые можно масштабировать. Да, было бы здорово. Сейчас, я, насколько знаю, TradeKG, он при Министерстве экономики, да? Он не перешел. Ну, вроде бы кажется, нет, да. Но было бы классно, если бы его масштабировали. Идея очень хороша. Вот по лицензионно-разрешительной системе, к примеру, тоже при поддержке доноров в свое время был создан сайт, так назовем его информационной платформой LicenseKG. Для чего он был создан? Для того, чтобы понять, какой перечень вообще у нас лицензий есть, какие министерства, ведомства выдают лицензии. Но, естественно, с истечением времени сам информационный портал уже, наверное, не сильно востребован, потому что сейчас уже требуется, чтобы был какой-то, так скажем, личный кабинет, да, у бизнесмена и у регулятора взаимно, да, чтобы он мог отслеживать процесс получения лицензии и дальше мониторить исполнение принятых на себя прав, да, так скажем. А бизнесмен, в свою очередь, должен очень легко и просто, собственно говоря, иметь возможность предоставлять отчетность, там, предоставлять информацию о себе, быть более прозрачным и так далее, и так далее. И вот сейчас, насколько мне известно, доноры тоже работают над тем, чтобы усовершенствовать информационную платформу и перевести ее в формат уже прям как сервиса. Да, было бы здорово. Вы немного рассказали об инициаторах, что инициаторами были государства, но также и бизнес, и граждане. Расскажите об этом поподробнее, в каком плане? Складывается, возможно, впечатление, что НИСИ, Минюст и команда по дебюрократизации сидят в каких-то скрытых офисах, подвалах или там, в штаб-квартирах и сами вырабатывают инициативы. Но это совершенно не так, как говорит наш руководитель, нет спецгруппы, высаженные там специально. Да? Это действительно мы выполняем всю работу свою в рамках и в пределах своего функционала, как команда Министерства юстиции, команда Национального института стратегических инициатив при президенте и команда Института нормотворчества и верховенства права при Минюсте. Мы садимся за круглый стол, мы брейнштормим, вот такой у нас подход, очень творческий. У нас есть... Рисуете, да, карты, там, древо проблем и так далее, и так далее. Мы мониторим, конечно же, публичное пространство, информационную среду, ну, то есть ищем, какие чувствительные
моменты есть для бизнеса, острые, да, которые вот прям нужно их сейчас уже брать в оборот и поработать над ними. Это вот первый срез, да, то есть информационная среда. Второй срез — это непосредственно обратная связь от действующего реального бизнеса. Да, и будучи членами инвестиционного совета при кабинете министров, мы имеем возможность использовать площадку, диалоговую площадку инвестсовета, на которой мы уже не раз встречались, как у них в офисе, так и у нас в НИСИ. Мы достаточно открыты. И это здорово, что к нам могут попасть абсолютно все. Я помню, даже собирали бизнес. И бизнес собирали, бизнеса, и да. граждан собирали, и экспертов собираем. То есть мы не закрытое спецагентство, мы think tank, для которого важно иметь различные каналы поступления информации, для того, чтобы выверять, есть проблемы, нет проблемы, и разнообразие решений иметь. И вот на базе инвестсовета мы, значит, придумали такой инструмент, что мы имеем доступ условно к таблице цифровой, которая постоянно пополняется предложениями от бизнеса. Мы ее прям в реальном формате видим. Как вы их получаете? Через почту или... Нет, у нас просто открыт доступ, нам дали доступ, инвестсовет нам дал доступ. Да. Если раньше мы физически собирались, брейнштормили, выслушивали, допустим, одна из встреч у нас была с представителями финансово-кредитных учреждений, то есть с банками, с МФКшками и так далее, и так далее. И поняли, что это просто ресурсность нашу забирает, мы же все люди, мы все устаем от кучи встреч, совещаний, и подумали, что надо как-то это в онлайн-формат перевести, либо просто иметь какое-то облако, к которому мы имели бы доступ. И вот инвестсовет предложил, давайте мы сделаем таблицу, дадим вам доступ, и у бизнеса будет доступ. Когда мы говорим бизнес, мы имеем в виду не точечно бизнесы, а мы имеем в виду бизнес-ассоциации, да, которые в себя объединяют представители отраслевых бизнесов или там, субъектов предпринимательства. Мы не всегда вот на выходе, допустим, когда мы пишем аналитику, готовим аналитику, прежде чем аналитика у нас выходит, да, как продукт, мы проводим аудит-консультации. Аудит-консультации прям вот наша проектная команда. Кстати говоря, мы, наверное, единственное госучреждение и госорган, который использует вот этот проектный подход. Это ваша методология или это наша методология Национального института страт-инициатив. Конечно, мы смотрели международный опыт, безусловно. Конечно, мы смотрели, как это делают там международные финансовые институты, с учетом всех этих международных практик, подходов там, и так далее. Мы разработали свою авторскую методику. Ну, что она под собой подразумевает? Это опросник с перечнем вопросов, которые, придя, наша команда, высаживаясь в уполномоченный орган, там, мы, собственно говоря, заполняем этот опросник, задаем вопросы, смотрим их положение, функции, задачи отраслевые и так далее, и так далее. Далее мы уже глубже смотрим отраслевые законы, смотрим подзаконные акты и так далее, и так далее, и так далее. И если, допустим, в случае с Министерством экономики, понятно, что это огромное ведомство, и разноспектральные, так скажем, виды деятельности, политики, они пишут по разным отраслям, от госуслуг до тяжелой промышленности, да? И здесь, конечно, мы столкнулись с большим объемом информации, и тогда что мы сделали? Мы просто передали в соответствующие структурные подразделения, в департамент, в подведы Минэконома этот опросник, они на своем уровне заполняли, то есть исходя из своей перспективы, своей позиции и их собственного видения как практиков, да, как предметников, а мы уже потом, объединяя эти данные, анализировали, синтез проводили, да, делали синтез и уже выводы. То есть вы получали информацию и из государственных организаций, вы получали из бизнеса. И от граждан. И от граждан. Но смотрите, это же огромное количество. Все верно. Еще от международных организаций. Это огромное количество материала, которое надо переварить. Это довольно сложно, да? Все верно. Это огромный объем данных вообще. Да, даже физически за 6 месяцев возможно это все прочитать, это же невозможно. Это невозможно, мы используем искусственный интеллект, это не секрет. Понятно, что мы не кормим и так скажем, секретными данными или же данными, которые только для служебного пользования, то есть мы им даем открытые данные в открытом доступе, да, находящиеся. Вот. И он нам существенно помогает просто трудочасы, человека часы и время сэкономить, да. И нам помогает почистить все лишнее, так скажем, да, шелуху снять, и мы уже работаем четко с конкретными там, с конкретными буллетами, так скажем. Да.
И вот в процессе всей этой работы вы же видите, встречаетесь именно с госорганами, как быстро госорганы перестроились. Я задаю этот вопрос, знаете почему? Потому что долгое время я... По-моему, как раз таки помните встречу в Министерстве экономики, когда мы организовывали с бизнес-сообществом. После этого, пытаясь как-то тоже продолжить эту тему, найти и рассказать об этом, встретилась с тем, что Минэконом, я не нашла специалиста, возможно, это моя беда, не нашла специалиста, который в курсе всех событий воедино, да, вот все, что происходит. Вот как быстро организации, госорганизации перестроились под новый формат работы? Ну, вы абсолютно правы, Джилдес. Мы тоже с нашей стороны ощутили разные реакции. Кто-то, наоборот, шел навстречу. О, наконец-то, теперь мы сможем реализовать все то, что было положено в долгий ящик, в темный ящик, да? Какие-то личные персональные инициативы с учетом их экспертизы в предметной области, им, допустим, хотелось бы инициировать, но они не могли в силу определенных обстоятельств. Может быть, законодательство было не готово, да, может быть, общество было не готово, а может быть, ЛПР был не готов, да, к примеру. ЛПР это что? Лицо, принимающее решение. Да. Вот такая реакция была, и это здоровская реакция на самом деле. Мы когда видели таких экспертов, мы такие, все, мы будем только с тобой работать. Мы же понимаем, что он контактное лицо, и с ним можно работать. Дальше было сопротивление жуткое, было нежелание, где-то даже был скептицизм, да. Вот, скепсис был, и, ну, то есть, очередная инвентаризация, очередная реформа, да, мы 100 раз таких, да, мы много таких реформ проходили, ну что там нового, ну, наверное, ничего, да. Но мы доказали, что, оказывается, ребята, мы можем сами мобилизироваться в условиях, в тех условиях, в которых мы присутствуем, мобилизироваться, не просить ничьей третьей помощи, не просить доноров, и доноры прекрасно были осведомлены об этом. Мы что говорили? Мы готовы с вами сотрудничать, мы хотим с вами сотрудничать, но у нас есть сроки, потому что мандат же, он же не бессрочный, там срок определенный есть, и нам кровь из носа надо дать результат, и желательно, чтобы этот результат был качественный, да? Но если вы не укладываетесь в эти сроки, то мы дальше будем двигаться в любом случае. То есть такое сообщение было. Доноры тоже правильно все это понимали. И, собственно говоря, они тоже шли нам навстречу в той части, где, допустим, нам рук не хватило, времени не хватило, энергии не хватило. Они нам тоже помогали, оказывали содействие. Вот вы были на встрече в Министерстве экономики и коммерции, где были все игроки, да, то есть и уполномоченные ведомства, которые разрабатывают политики, отраслевые министерства, ведомства, мы были, Минюст был, бизнес был, средства массовой информации были, предприниматели были, международные организации были. И это о чем говорит? Это говорит о том, что да, мы все хотим делать реформы, уже настало время, когда нужно делать реформы. От слов к действию, да? И от действия к результату. И третье, с чем мы сталкивались, это с формализмом, когда, ну, так скажем, к задаче, к инициативе подходит достаточно формально. Да? Ну, то есть для галочки. Для галочки. Никто не просит суперэнтузиазма. Да? Может быть, у кого-то его и нет. Да, но приглядеться можно. Да, но приглядеться, немножечко шоры свои открыть, и подумать, а может быть, это реально точка входа и окно вот действительно в реформу. Да? И были такие звездочки действительно. Внутри министерства, конечно, тоже немножко был хаос, не было общей координации где-то, но вот с Минэкономом отлично получилось. Вначале, конечно, их штормило немного, они тоже не понимали, кто координирует внутри, кто сводит внутри, кто ответственный внутри, вообще о чем это? Что от них хотят. Что от них хотят. Но в итоге мы в стройный ряд встали все, поняли, какие алгоритмы, и, собственно говоря, вместе и двинулись дальше. Да, очень интересно, да? Иногда такие абсурдные небольшие бумажки, которые решают такой пласт работы для человека. Замечательно. Вот мы столько работы проделали. Этот указ примут, все войдет в работу. Дай бог. Дай бог, да. Дальше. Как это все будет? Вот я предприниматель. Допустим, где-то далеко в регионе нахожусь, и с меня требуют вот такую кучу документов, но я же знаю, что была дебюрократизация и много разрешительных документов, допустим, вот ту, которая с меня требует, уже все отменили. А с меня ее требуют.
Во-первых, что мне делать, да. Указ президента — это нормативно-правовой акт, да, он обязателен к исполнению. Приложением к этому указу идут 2 перечня. Первый перечень, вот я уже сказала, который будет соответствовать 4 характеристикам. Это которые обязательные. Обязательные, да, мы не отменяем их, да. А второй перечень — это все те, которые идут на отмену. И, конечно же, вот вы говорили про механизм, ожидается, вероятнее всего, да, и логичнее всего, что это будет единая платформа, лицензионно-разрешительная система, вот о которой я говорила. До недавнего времени это был просто информационный портал, то есть список, перечень лицензий, разрешений и какое министерство выдает. Все. И больше ничего. А сейчас, я очень надеюсь, что при поддержке доноров, полномочное ведомство все-таки перейдет на новый уровень и разработает единый портал лицензионно-разрешительных документов. Да? То есть любой, неважно, ты в Баткене, на Иссыкуле, в Кадамжае там, или в Канте, да, ты будешь иметь доступ к перечню лицензий разрешения документов разрешительного характера, какие министерства, ведомства их выдают, и алгоритм процедур, которые можно пройти онлайн. Это было бы замечательно, намного легче, да? Конечно, конечно. И те органы местной власти, да, районного значения, которые будут требовать, значит, уже бумажные документы, да, и тем более запрашивать у самого заявителя необходимость принести дополнительные справки, да, мы уже знаем, да, что дополнительные справки уже не требуются, можно в цифровом формате все получать. Это будет как минимум незаконно. Да, то есть это прямое неисполнение указа. Ну и, конечно же, этот нормативно-правовой акт со всеми приложениями, очевидно, будет размещен на едином портале нормативно-правовых актов, да, вот, который ведет Министерство юстиции. Еще один такой момент, наверное, больше личного характера, когда вы вот пришли работать в НИСИ, вы погрузились во все это. Да. Это вот целый поток информации и ваши первые чувства, потом, может быть, что-то вас удивило, что-то вас испугало, какие-то эмоции ваши? Я сразу скажу, у меня было осознанное желание быть в этой команде, потому что, наверное, может быть, для кого-то покажется, что это громкие слова, но действительно мы делаем маленькую историю. Почему мы делаем маленькую историю? Потому что эта реформа по дебюрократизации, в частности, конкретные результаты, это перестройка самого подхода, алгоритма и логики госуправления. Да. Мы же привыкли, что если нам надо отрегулировать те или иные общественные отношения, как правило, это разработка либо новой редакции, да, либо это внесение изменений и дополнений в действующее законодательство. То есть это всегда рутинная, методичная работа по разработке НПА согласно требованиям, обусловленным законом. И после разработки НПА мы понимаем, что есть еще свои алгоритмы, да, согласно регламенту. Это там общественные слушания, проекта НПА, это учет мнений, предложений субъектов, да, это межведомственное согласование, это внесение итогового финального документа в Кабмин, и дальше Кабмин внутри проводит экспертизу, да, но помимо того, что Министерство юстиции дает свои заключения, да, свои заключения, свои экспертизы, и далее уже Кабмин вносит в парламент, то есть это же может занимать и как минимум от 3 до года, да, до 12 месяцев. А бывает так, что и еще длительнее. А сейчас мы показали, что, оказывается, есть отличный механизм, как МВК, межведомственная комиссия, на которую можно выносить острые вопросы, но, конечно, они должны быть обоснованы. Не так, что вот эта проблема мы кричим, да, мы должны ее изучить, желательно в короткие сроки, быстро, оперативно, мобильно. Мы должны ее обосновать, сразу подготовить проект решения. То есть все вкупе. Вы думаете, эта практика останется именно МВК? Я очень надеюсь, что это останется, потому что мандат у НИСИ, он бессрочный. Мандат НИСИ по дебюрократизации, он интегрирован в устав. Соответственно, эта деятельность не будет прекращаться. Все, наверное, думают, и часто, кстати говоря, задают вопрос, а когда закончится дебюрократизация? Она не закончится. Мы говорим, она не закончится, потому что мы будем этим постоянно заниматься. Да. То есть реформа в сфере эффективности госуправления как ключевая задача, она в НИСИ останется. Если говорить про конкретный указ по регуляторной гильотине в сфере совершенствования
бизнес-среды, да, условий для бизнес-среды, то здесь мы будем еще мониторить исполнение. Да, потому что мы должны понимать, что это все-таки пилотный проект в такой форме, с таким подходом, и нужно понять, как он будет имплементироваться. Еще один момент я хотела уточнить, оказывается, прошла мимо. Один регулятор, одна услуга, одно разрешение. Да. Этот принцип о чем он? Один регулятор, одна услуга, одно разрешение. О чем это? Это принцип минимизации пересечений. Вот я вам говорила о том, что чтобы получить одну лицензию или документы разрешительного характера, заявитель должен был еще и в другие министерства ведомства ходить, в Айлукмету, в центры, в ЦОНы и так далее, и так далее. Сейчас само ведомство, регулятор, который выдает лицензию, должен позаботиться о том, чтобы в отношении заявителя в цифровом формате, да, не спарсились, а были собраны все документы, требующие, как требования, необходимые для выдачи лицензии. То есть это не заявитель должен делать. Принцип Тендука, да? Это же работает для тех, кто устраивается в систему госуправления или на муниципальную службу. А для бизнеса это не работает. А теперь... Это должно для бизнеса тоже работать. И бизнесы осознанно должны тоже подключаться к этим цифровым системам. И что это позволит, да, на что это повлияет? Во-первых, наша национальная система, там, фискальная система, да, налоги, кадровая система, они будут видеть, будут больше данных получать. Да? Прозрачность, отчетность. Прозрачность, отчетность. Этот бизнес будет более прозрачным, он будет выходить из серого сектора, из теневого сектора. Да? И взамен он будет получать свои профиты, свои блага, да? Ну, к примеру, там, как гарантия, допустим, соответствия с трудовым законодательством, да, для работника, к примеру, да, и так далее, потому что мы же понимаем, что и в частном секторе тоже не все хорошо. Да, конечно, они делают бизнес, да, конечно, они отчисляют налоги, формируют наш бюджет, да, но наряду с этим там тоже много проблем, которые требуют решения, в том числе и от государства, и как вот инициатива бизнеса. Да? Это я, в частности, говорю о вопросах защиты трудящихся, к примеру. Спасибо, Пермет, за такой интересный рассказ. Это действительно было поучительно и интересно. Да, действительно. Тот, кто, наверное, разбирается, тот, кто понимает, он, скорее всего, просмотрит этот подкаст до конца. Это был подкаст Министерства юстиции. С вами были Пермет Ханыметова, заведующая международным отделом и целью устойчивого развития Национального института стратегических инициатив. И я, ведущая подкаста Джилдыз Джороева. Оставайтесь с нами. Спасибо.